Муфтий разоблачил ложь МВД Республики Таджикистан. КФС Бишкек. Акция в поддержку Палестины. Мирзиёев возрождает черные списки верующих. Выступая 17 октября в центральной мечети Душанбе, глава Совета улемов Таджикистана Саид Мукаррам Абдул-Кадир-Зада опроверг официальную версию нападения на него из хулиганских побуждений и заявил, что нападавший на него молодой человек был, как он выразился, из числа носителей экстремистских идей. Причем муфтий убежден, что покушение на него было организовано из-за рубежа. گویا که خدمت اسلام کردن همین گروه‌های تندرو اصلشون رو ببینید مسلمان نیستن اینا رو با واسطه اینترنت شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنن از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی رو که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند اینا انجام دادند یا که مبلغ‌های معینی وعده کردند از پیش دیدگی نیستن اصلا پس اون интернет чи هست نمیدونم, заявил он. Кроме того, на 30-минутной видеозаписи, опубликованной Исламским центром Таджикистана на сервисе YouTube, на лбу муфтия видна большая рана. به خاطر چی؟ به خاطر پراکنده کردن جمعیت مسلمان. مقصد اینو همین است. Таким образом, Абдул-Кадир-Зада полностью опроверг озвученную ранее официальную версию МВД РТ о хулиганстве, якобы никак не связанном с профессиональной деятельностью муфтия. Напомним, нападение было совершено 11 сентября во дворе главной соборной мечети Душанбе после совершения коллективной молитвы. Очевидно, муфтий Абдул-Кадир-Зада имеет очень высокий антирейтинг из-за верного служения режиму Рахмона и оправдания любых его действий, включая запрет базовых исламских ценностей. Однако власти не хотят концентрировать внимание на проявлениях ненависти к нему. Потому, по-видимому, и было принято решение скрыть факт покушения на него. Примечательно, что Совет улемов Таджикистана открыл собственный YouTube-канал, на котором муфтий раз в неделю в прямом эфире отвечает на вопросы по религиозным темам от жителей страны. Первый эфир с участием Абдул-Кадир-Зада прошел 10 октября. Однако, что интересно, во время эфира Саид Мукаррам отвечал только на вопросы, которые задавались ему посредством телефонных звонков, причем достаточно необычным для прямых эфиров образом. Дело в том, что вопросы мог слышать только сам муфтий, то есть людям не давали возможность говорить в прямом эфире, как это обычно происходит в передачах такого формата. Кроме того, пользователи не могли оставлять свои комментарии и отзывы по поводу эфира, так как эти функции были отключены администраторами канала. Очевидно, администраторы канала понимают, что в ином случае в прямом эфире и в комментарии посыплется шквал обвинений и гневных сообщений в адрес муфтия со стороны таджикских пользователей. یعنی نفرهای با نفوذ و مؤثر و مفید برای عالم اسلام و انسانیت و بشریت یعنی پیشنهاد شدنشون و دو بار در این روی خطی خیلی با نفوذ یعنی ثبت نام شدنشون هم دلالت به یعنی خیرخواهی و خدمت‌های شایسته این پیشوای ملت دلالت میکند. В Бишкеке 18-19 октября группа мужчин провела акцию протеста в ресторане КФС в одном из торговых центров. Видеозапись проведения акции была опубликована в соцсетях. На видео запечатлено, как мужчина с плакатом выкрикивает «бойкот» и разливает красную жидкость, напоминающую кровь. Остальные участники протеста держали плакаты с флагом Палестины. Бренд КФС оказался в одном ряду со многими другими крупными западными компаниями, которым был объявлен международный бойкот за поддержку Израиля. Ағайындар, ұйықтамайық. Бұлардың Палестинадағы мұсылмандардың басына туған күн бізге де туы мүмкін. Сол кезде біз бір-бірімізді қолдамасақ, біздің адамшылығымыз, Аллаға құлшылық етіп атқанымыз, мұсылманшылығымыз қайда қалды? Пресс-служба ГУВД Бишкека заявила, что мужчин задержали, их подозревают в грубом нарушении общественного порядка группой лиц по предварительному сговору.
18 и 19 октября в одном из торговых центров Бишкека неизвестные, грубо нарушая правила поведения в общественном месте, с плакатами в руках с надписью «Бойкот», не подчинившись требованиям сотрудников охраны, устроили беспорядок, записали на видео свои действия и опубликовали в своих аккаунтах в сети интернет. По данному факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело и ведется расследование. В результате следственных и оперативно-розыскных действий сотрудники столичной милиции установили и задержали подозреваемых 1995, 1998 и 2000 годов рождения. Далее сотрудники столичной милиции совместно с сотрудниками ГКНБ доставили задержанных в следственную службу УВД Свердловского района и начата доследственная проверка. Расследование продолжается, говорится в заявлении милиции. Напомним, что уже больше года прошло с начала геноцида, развязанного сионистским оккупационным образованием в отношении народа Палестины. Причем, по оценкам правозащитников, количество жертв уже превышает 50 тысяч человек, как минимум половина из которых дети. Все это происходит на фоне молчаливого бездействия соседних мусульманских стран. Рядовые граждане в разных странах мира пытаются привлечь внимание к проблеме и остановить геноцид, не обращая внимания на возможные последствия для них самих. Кроме того, следует заметить, что кроме мусульман, невероятную активность в акциях протеста против геноцида в Палестине демонстрируют немусульмане в западных странах, придерживающиеся левых политических взглядов. Известный узбекский блогер Миррахмат Муминов заявил о наличии у него информации о введении тотального контроля и слежки за прихожанами мечетей страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Комитету по делам религии и управлению мусульман Узбекистана совместно с МВД было поручено составить списки постоянных прихожан мечетей. Это решение связано с усиливающимся религиозным радикализмом и популярностью религиозных идей среди молодежи. Цель – предотвратить их радикализацию. Также имамам поручено наставлять молодых людей, отговаривать их от экстремизма и вести списки агрессивных прихожан. Мечети обязаны предоставить данные с камер наблюдения силовым структурам. Имамам мечети также поручено наставлять молодых людей с бородами, пропагандировать идеи религиозной терпимости, характерные для их мазхаба, и предупреждать о глобальных религиозных конфликтных ситуациях. Имамы должны составить отдельные списки агрессивных молодых людей, которые пренебрежительно относятся к официальным лицам мечети или выступают с критикой. Кроме того, всем мечетям поручено зарегистрировать камеры видеонаблюдения и передать записи силовым структурам. Имамам напомнили, что хотя они любят свою работу, неповиновение требованиям властей приведет к наказаниям, выговорам и другим серьезным последствиям. Müslüman emasmi, kalima shahodat keltirmagan. Men musulmon avlodiman, ajdodiman demaydim. Напомним, что черный список религиозных активистов был введен предыдущим президентом Узбекистана Исламом Каримовым в рамках беспрецедентной борьбы, которую он вел по предотвращению в стране религиозно-политического возрождения. После прихода к власти Мирзиёев в 2017 году формально упразднил черные списки людей, подозреваемых в исламской активности или осужденных за нее, заявив тогда торжественно об удалении из списков 16 тысяч человек. А в 2019 году представитель секретариата уполномоченного по правам человека Саидбек Азимов заявил, что в Узбекистане больше вообще не ведется подобный учет религиозных активистов и нет больше никаких черных списков. Shu yil bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi. Наблюдатель отмечает, что если подобные списки прихожан мечети будут составлены и за ними будет установлена слежка, то данная практика будет означать не просто возврат назад,
а значительное усиление давления на население даже по сравнению с временами Каримова. Очевидно, цель данных мероприятий заключается в нагнетании среди народа атмосферы страха, дабы уменьшить посещаемость мечетей в общем, затормозив тем самым темпы возвращения населения к религиозному самосознанию. Нашу постоянно тоже упрекали меня. Милиция звали, постоянно говорили, чтобы я сняла вот это. Постоянно домой приходили из милиции. Тоже нехорошо жили при Каримове тоже. А при Мирзиеве вообще меня всей семьей посадили в тюрьму. Пытали нас. Били, пытали.